Александр Базан на прийом до віце-прем'єра прийшов у якості делегата від агрогородка Бродниця. Олександра Івановича і його однов'язковців турбує транспортне питання. Просять зробити у Бродниці припинок для цягників місцевого значення. Уже это длится несколько, там уже проект сделан и все. И уже даже завод хотел восстановить ту остановку сделать. Районные власти запретили, сказали, не надо. Чем нам добираться, допустим, чи в район, чи, допустим, у Пин съездить кому-то, до родственникам, чи в Брест даже подъехать. Там же минута той остановочки. Больш за 5000 жыхароў Бродніцы прыпынак просіць даўно. Аднак брэсцкае аддзяленне беларускай чыгункі дагэтуль адмаўляла. Па яе разліках прагнозны пасажырапаток малы. У намесніка прэм'ер-міністра меркаванне іншае. Дизельки могли бы останавливаться, тем более правильно, население не молодеет, а население стареет. И из-за того, что 80 человек в день садится на поезд, как мне по информации, 80 человек не будут ходить по 3 километра. Поэтому я приеду на месте, для Морозова, начальника белорусской железной дороги, попрошу, чтобы не надо вам там строить вокзал. Там не надо ничего. Остановочный пункт, площадочку забетонировать, может быть, крыльцо поставить. З надзеяй на дапамогу да Васіля Жарко звярнуўся жыхар Іванова Пётр Гардзейчук. На працягу 2 гадоў арганізацыя, у якой працаваў мужчына разам з сынам, мела пастаянную запазычанасць па выплаце зарплаты. Я работал в Республике Беларусь, город Минск, Монолит Групп, строительная фирма. Мы работали с сыном вместе, у него задолженность составила 4965 рублей, у меня составила 31 тысяча с копейками. И вот решение суда уже было сейчас уже почти 2 года. Я надеюсь, что все-таки какой-то сдвиг с помощью наших властей, какой-то что-то поступит, чтобы нам отдали эти деньги. Василь Жарко доручил адпаведным службам у праблеме Петра Андреевича деталёва разобраться. Таких фактов у нашей краіне быть не повинно, зазначил вице-премьер. У ліку іншых узнятых падчас прыёму пытанняў размеркаванне маладых спецыялістаў, уладкаванне дзяцей у садкі і шэраг іншых. Пэўная частка загучанага была вырашана на месцы, астатнюю Василь Жарко узяў на асабісты кантроль.